Здравствуйте, в эфире «Настоящее время». С вами из студии в Вашингтоне Наташа Мозговая. Главное в программе сегодня. В Донецке возобновились обстрелы жилых районов. Власти Приднестровья на 30% сократили жителям пенсии и зарплаты. Хиллари Клинтон объявила о вступлении в президентскую гонку. Репортаж из штаб-квартиры в Нью-Йорке. Начинаем с новостей из Праги. Шахида? Спасибо, Наташа. События дня в настоящем времени из Праги. Я Шахида Якуб. Здравствуйте. В Донбассе опять стреляют. За последние несколько дней представители ОБСЕ зафиксировали больше 1000 взрывов снарядов в районе Донецка. Минские соглашения не выполняются в полном объеме, констатирует ОБСЕ. Репортаж Зинаиды Бурской из зоны конфликта. В выходные во двор дома в микрорайоне Азотный города Донецка прилетел снаряд. Осколки пробили крышу и стены в соседнем доме. Чудом никто не пострадал. Это где-то случилось, я пошел в храм Пасхи освещать, где-то минут 15 восьмого. А дальше оно произошло где-то половину. Хозяин огорода говорит, что это была 120-миллиметровая мина. Но когда мы прибыли на место, осколков снаряда уже не было. Их забрали представители ОБСЕ, которые осмотрели место взрыва. Вот у нас пески где-то находятся, вот, если вот так взять, на ту сторону. Вот как оно легло, все пошло сюда. Вчера утром снаряд пробил крышу больницы номер 21, которая находится в Октябрьском районе города, всего в нескольких километрах от Донецкого аэропорта. Там и с той стороны первый раз попала, оно там... Это сегодня все? Ну, говорят, что она не разорвалась. Вы видите, что стекла целые? Или перекрытие, может, чердачное хорошее, что там потолки целые. Стреляют, а кто стреляет? Откуда? С Авдеевки, с Песок, мы ж, знаете, все прячемся, кто по подвал, кто куда. Вообще людей в районе много осталось? Ну, 10% от сил. С Нового года нет отопления. В воскресенье днем прямое попадание в дом на пересечении улиц Сигнальной и Стратонавтов. Отсюда до аэропорта расстояние еще меньше. А давно попало? Ну, полчаса, может быть, назад. Оно уже не сразу разгорается. Со временем. У нас тихо не бывает. У нас каждый день. Это просто сюда не попадало вот раньше. А сейчас вот здесь опять по поселку. Многие местные жители, которым мы задавали вопрос, откуда прилетели снаряды, указывали в сторону Песок. Этот поселок находится недалеко от взлетно-посадочной полосы Донецкого аэропорта. Сейчас Пески контролируют украинские военные. За отводом тяжелого вооружения наблюдают представители ОБСЕ. Но если судить по стрельбе, которая слышна в районе Донецка в последние дни, стороны продолжают использовать оружие калибром больше 100 мм и продолжают нарушать Минские соглашения. Чтобы понять, что происходит, мы решили обратиться в совместный центр координации и контроля прекращения огня. В этом центре российские и украинские офицеры вместе фиксируют случаи нарушений режима тишины. Ответ был неутешительный. Обе стороны отрицают, что вели огонь, но снаряды при этом продолжали падать. С нашей стороны выстрелов не было. С этой стороны, со стороны ВФРД тоже, естественно, докладывают, что обстрелов не было. Ну, то есть, как бы, их позиция, мы сами по себе не стреляли. Представитель ВСУ подтверждает, к выходным обстрелы действительно участились. Но говорить о полномасштабном возобновлении боевых действий пока, конечно, рано. Как правило, это вот, как снежный ком. Один стрельнули с одной стороны, с другой 2 раза, с третьей 3. Подключили крупный калибр, потом подключили гранатометы, потом минометы, и пошло-поехало, как снежный ком. Созвонились, договорились, стоп. Военные совместного центра признают, что и их слово «стоп» работает не всегда. Это хорошо слышно даже из центра Донецка. Стрельба в районе аэропорта продолжается. Зинаида Бурская для «Настоящего времени». Десятки неразорвавшихся снарядов после боевых действий в районе города Дебальцево местные жители находят ежедневно. У дорог, на полях или в стенах домов. Разминирование ведется по обе стороны линии фронта. О ежедневной работе саперов в материале Александра Касаткина. Украинская посевная в разгаре. В этом году поля требуют повышенного внимания не столько фермеров, сколько военных. Жители востока страны совместно с саперами пытаются очистить землю от опасного груза. Они их находят, видят, дают заявки, и совместно с саперами Збройных ВСУ Украины мы выезжаем, занимаемся их обезвреживанием, снятием и ликвидацией. Первым объектом разминирования в Дебальцево, где шли активные бои, стало кладбище, и лишь затем саперы приступили к другим местам. Мины, растяжки, это мы все поснимали. Потому что нужно же было в первую очередь кладбище посвобождать, позахоранивать людей. Жители опасаются за детей, которые в траве могут не заметить опасных объектов.
Саперы собирают урожай не только современных боеприпасов, но и снарядов времен Второй мировой войны. Вот это у нас снаряд с пушки 45-ки со времен Второй мировой войны. Для украинских саперов выезд на разминирование стал каждодневной рутинной работой. За пребывание во Святой Марии в зоне АТО, вот это практически месяц, наверное, обезвредили больше 20 боеприпасов. Неизвестно, сколько еще мин и снарядов осталось в земле Украины. По оценкам военных экспертов, разминирование востока страны может затянуться на десятки лет. Еще и потому, что даже минные заграждения ставились бессистемно, а карты минных полей не составлялись. Александр Касаткин. Настоящее время. Добровольческий украинский корпус «Правый сектор» готовится вступить в состав вооруженных сил Украины. Генштаб страны ведет переговоры со всеми добровольческими отрядами для того, чтобы легализовать и упорядочить их деятельность. Однако для окончательной легализации необходимо принятие соответствующего закона. Наш корреспондент Юлия Дрозд побывала на базе правосеков и узнала, как они готовятся вернуться на линию фронта уже в качестве батальона Минобороны. С началом боевых действий на востоке Украины активисты правого сектора решили, что специальная подготовка к защите страны – это необходимость. Так возник добровольческий украинский корпус, бойцы которого проходят вышкол на одном из учебных полигонов. Курсантом может стать любой желающий в возрасте от 20 до 50 лет без серьезных проблем со здоровьем и законом. После собеседования добровольцы зачисляют на 6-недельный курс обучения. За это время ребята получают теоретические знания, военная топография, тактико-технические характеристики оружия, а также знания, которые непосредственно необходимы в зоне боевых действий, тактические занятия, взрывное дело и обязательно общая физическая подготовка. Захват здания, метание гранат, рукопашный бой. Каждый день добровольца включает несколько видов занятий. Очень хорошая группа, работает искренне. Высокая трудоспособность. Учебный курс также включает в себя идеологическую подготовку на основе постулатов украинского национализма. По словам добровольцев, им чужды фашизм, нацизм, коммунизм или шовинизм. Для меня украинский национализм – это благополучие всей украинской нации. Когда мы перестанем думать, как заработать на кусок хлеба, когда прекратится коррупция, олигархия, тогда и начнется процветание нации. Среди добровольцев корпуса более десятка иностранных граждан из стран Европы. Если Украина не станет свободной страной, где люди смогут жить достойно, тогда остальные страны Европы не смогут продолжать развиваться с чистой совестью. Сами курсанты уже за несколько недель приобрели необходимые навыки и готовы к выполнению заданий в зоне боевых действий. Те, которые есть там родственники, в принципе, поддерживают. Ну, опять же, ватники говорят, зачем оно тебе надо, пусть другие воюют, сиди дома, работай, у тебя семья. В том-то и дело, что у меня семья, поэтому я здесь. Бойцы уверены, что сепаратисты не остановятся и могут напасть на другие области. Но, по словам добровольцев, к войне они готовы. Юлия Дрозд. Настоящее время. За ситуацией в Украине пристально следят по ту сторону океана. Хиллари Клинтон объявила о своем решении баллотироваться на пост президента США. Эту новость с энтузиазмом восприняли в Литве. В частности, ведущий эксперт по американо-литовским отношениям Кестутис Гирниус эксклюзивно для настоящего времени сказал следующее. Хиллари Клинтон займет более агрессивную позицию по отношению к России. Она сравнила поведение Путина в Украине с действиями Гитлера в чехословацких Судетах. При ней более вероятно размещение войск США в странах Балтии и отправка оружия Украине. И вообще она выступает за более активную внешнюю политику США. О том, за что еще выступает Хиллари Клинтон, расскажут мои коллеги в Вашингтоне. Наташа, слово вам. Спасибо, Шахида. Пока Хиллари занимается внутренними вопросами, я баллотируюсь в президенты. Рядовым американцам нужен тот, кто будет бороться за их права, и я хочу быть этим человеком. Так Хиллари Клинтон сообщила в своем твиттере о решении вступить в президентскую гонку. Логотип ее предвыборной кампании, буква H с красной стрелой, символизирует движение вперед. Официальная кампания Клинтон начинается там же, где у большинства кандидатов в президенты, в штате Айова, который открывает сезон праймериз США. 67-летняя Хиллари Клинтон считается фаворитом, претендующим на номинацию Демократической партии. В случае избрания бывшая первая леди, бывшая госсекретарь станет первой женщиной-президентом страны. Аналитический сайт Vox опубликовал комментарии о видеообращении Клинтон в интернете в цифрах.
Помимо самой Хиллари в нем фигурирует 38 человек, из них 20 женщины, 13 этнические меньшинства, 2 пары, принадлежащие к сексуальным меньшинствам. Сама Клинтон появляется только на 91-й секунде, и ее имя не произносится в этом ролике ни разу. Напомним, что во время президентской кампании 2008 года Клинтон проиграла нынешнему президенту Бараку Обаме. В частности, из-за того, что команда Обамы успешно провела кампанию в социальных сетях и смогла собрать крупные суммы на предвыборную деятельность за счет многочисленных небольших пожертвований от избирателей. Штаб-квартира Хиллари Клинтон находится не в северных пригородах Нью-Йорка, где она живет, и даже не в Гарлеме, где находится личный офис ее мужа Билла, а в Бруклине, в нескольких шагах от городского совета и судов в престижном старом районе города. У штаб-квартиры побывала наш нью-йоркский корреспондент Виктория Купчинецкая, которая сейчас с нами на связи из Нью-Йорка. Вика, добрый день. Ну так что, предвыборная кампания Хиллари Клинтон уже начала работу? Наташа, она начала работу уже достаточно давно, но только 2 недели назад вот это здание в Бруклине было снято как штаб-квартира для этой предвыборной кампании. Интересно отметить, что это здание находится на углу улицы Клинтон в Бруклине. А буквально незадолго до того, как Клинтон сделала вот это свое заявление о том, что она будет баллотироваться в президенты, менеджер этой кампании собрал членов ее команды, ее предвыборной команды и распространил среди них такой документ, меморандум о целях, задачах и характере этой предвыборной кампании. Здесь очень важно отметить, что предвыборная кампания Клинтон 2016 хочет избежать ошибок предвыборной кампании Клинтон 2008. И поэтому она даже называется по-другому. В 2008 году она называлась Клинтон в президенты, а сейчас она называется Клинтон за Америку. То есть упор делается не на самом кандидате, а на избирателях, которым предположительно этот кандидат будет служить. В этом меморандуме, в этом документе также говорится о том, что кампания будет вести себя скромно, бороться за каждый голос и работать как слаженный коллектив. Мы помним, что в 2008 году предвыборную кампанию Клинтон буквально раздирали внутренние противоречия и конфликты, а также в самом начале этого процесса было потрачено очень много денег, в основном на зарплаты топ-менеджеров этой кампании. Потом Клинтон даже пришлось занимать самой у себя деньги для того, чтобы вот этот избирательный процесс продолжать. Так что вот сейчас предвыборная кампания хочет избежать ошибок 2008 года. У здания штаб-квартиры я провела такой спонтанный опрос населения. И, конечно же, там были люди, которые Клинтон не поддерживают, люди, которые ходили вокруг этого здания в футболках «Остановите Клинтон». Но все-таки большинство людей, с которыми я разговаривала, выступают за Клинтон как кандидата на пост президента. В первую очередь потому, что Нью-Йорк – это очень демократический город. Здесь демократов в 7 раз больше, чем республиканцев. Вот что мне эти потенциальные избиратели рассказали. Голос. Почему? Потому что у нее очень много опыта. Она занимала многие ответственные посты в администрации, и вообще она в политике уже очень давно. Я считаю, что это отличная идея. Мы очень хорошо относимся к семье Клинтон, потому что они всегда с уважением относились к чернокожим американцам, и это хорошо для всей страны. Ой, я очень рад, потому что эта леди знает свое дело. Она либерал, у нее нет всяких дурацких предрассудков насчет абортов и иммигрантов, так что я полностью за нее. Женщины рулят. Мы должны быть у власти. До сих пор мужчины управляли страной. Теперь женщинам нужно дать такую возможность. Это отлично. Есть такой сильный кандидат, женщина, которая будет баллотироваться. Это наш самый реальный шанс за многие годы. Я лично предпочитаю не Клинтона, а сенатора Элизабет Уоррен, но если Клинтон баллотируется, я ее поддерживаю. Люди будут спрашивать, какие у нее были достижения, когда она была первой леди в Арканзасе и позже в Белом доме, и потом, когда она была сенатором и госсекретарем. И выясняется, что у нее нет достижений, но она соберет миллиарды долларов на свою кампанию, получит номинацию Демократической партии. Мне кажется, что мы отворачиваемся от действительно достойного кандидата. Я считаю, что мы опять должны избрать на пост президента Барака Обаму. Ну, вот это последнее заявление, оно, конечно, из разряда забавных фантазий, потому что
по американской конституции американский президент после 2 сроков не имеет права баллотироваться на 3-й срок. Но вот что можно сказать об этом маленьком опросе нью-йоркцев, который я провела? Он показывает, на какие слои населения, на какие группы населения Клинтон будет опираться во время своей предвыборной кампании. Она будет опираться на женщин, на чернокожих и на молодежь. И будет интересно увидеть, смогут ли республиканцы предложить какого-то своего кандидата, который сможет побить ее в этих демографических группах. Наташа. Спасибо. С нами на связи из Нью-Йорка была наш корреспондент Виктория Купчинецкая. В пользу кандидатуры Клинтона уже высказался президент Обама. Выступая в субботу в Панаме, он сказал, что из Хиллари Клинтон выйдет отличный президент. Барак Обама завершил участие в саммите Америк, который прошел в Панаме, где состоялась его историческая встреча с президентом Кубы Раулем Кастро. Обама заявил, что он рассмотрит рекомендации относительно исключения Кубы из списка государств, спонсоров терроризма. Это еще один шаг, который необходимо сделать на пути к полной нормализации отношений между странами, включая возобновление полноценной работы посольств обеих стран. Произошло то, что недавно еще мало кто мог себе представить. Американские и кубинские президенты обсуждают нормализацию отношений между двумя странами, которые более полувека считают друг друга врагами. Несомненно, это историческая встреча. Конечно, исторически сложилось так, что отношения между Соединенными Штатами и Кубой сложны. За это время накопилось много взаимного недоверия. Однако Обама заявил, что пришло время перевернуть страницу, и кубинский президент согласился с ним. Я думаю, то, что сказал президент, по сути совпадает с тем, что думаем мы. Вместе с тем стороны отметили разногласия, существующие между правительствами двух стран. Это нападение сторонников Кастро на кубинских диссидентов возле посольства Кубы в Панаме служит еще одним напоминанием о том, что нарушение прав человека на Кубе остается довольно болезненным вопросом. Кастро заявил, что готов обсудить любые вопросы, а президент Обама заявил о намерении продолжать выражать обеспокоенность насчет ограничения политических свобод на Кубе. Однако американский президент хочет сосредоточить внимание на будущем и говорит, что не намерен зацикливаться на идеологии. Холодная война давно уже закончилась, и мне не интересно продолжать баталии, которые начались, честно говоря, еще до того, как я родился. Президент Обама говорит, что приехал на саммит для того, чтобы наладить более тесные отношения со странами этого полушария. На этом саммите события, которые американские СМИ обычно не замечают, это рукопожатие и слова примирения ознаменовали начало серьезных изменений в раскладке политических сил. Другая тема. Президент России Владимир Путин отменил сегодня запрет на передачу Ирану зенитно-ракетного комплекса С-300. Контракт с Тегераном на поставку 5 дивизионов С-300 был подписан в 2007 году и заморожен в 2010 в результате введенных против Ирана санкций Совета безопасности ООН. Против реализации этого контракта активно протестовали США и Израиль. У России, между тем, свои претензии в сфере противоракетной обороны. В МИДе РФ убеждены, что Вашингтон и Брюссель стараются придумать новые обоснования для сохранения программы ПРО в Европе, по мере того, как в отношении иранской ядерной программы намечается прогресс. Вашингтон продолжает утверждать, что в вопросах противоракетной обороны США нацелены на борьбу с угрозой, исходящей со стороны Северной Кореи и Ирана, но никак не России. Комментарий бывшего посла США в Украине, эксперта Института Брукинса Стивена Пайфера. Что касается размещения американских ПРО в Румынии и Польше, я бы сделал различие между подлинной обеспокоенностью России и ее демонстрацией. Я полагаю, что в Российском Министерстве обороны прекрасно знают, что 24 перехватчика ракет в Румынии и 24 в Польше могут действовать только против ракет среднего радиуса действия. Их у России нет. Они были запрещены в США и СССР соглашением от 1987 года. Так что ПРО в Европе не могут сбить российские ракеты. Но в России громко говорят о ПРО в Европе как о серьезной угрозе, специально, чтобы еще более способствовать напряженной атмосфере, сложившейся между Россией и НАТО. С начала конфликта в Украине украинские военные, поддерживаемые Россией сепаратисты, активно используют беспилотники в качестве средства наблюдения за противником. Группа украинских волонтеров использует самодельный беспилотник для наблюдения за тем, что происходит на контролируемых сепаратистами территориях Донецкой области. Подробности в репортаже нашего корреспондента Адама Бейлса. Самодельные беспилотники используют как украинские военные, так и сепаратисты. За неимением спутниковых снимков и современных военных технологий, такое вот простейшее оборудование – это все, что у них есть.
Этот человек, представившийся как Дюк, собрал первую в Украине добровольческую группу по управлению беспилотниками. Она является частью воюющего на стороне правительственных войск батальона Днепр-1. Какие бы они ни были самодельные, они работают и позволяют выполнять боевые задачи. Ну, вот. А ребята, которые их делают, наши конструкторы, реально считаются сейчас уже одними из лучших, наверное, в стране. Эта группа использует беспилотники домашнего изготовления для сбора разведывательной информации о том, что происходит на оккупированных сепаратистами территориях. Поставленное сегодня задание – обнаружить места расположения тяжелых вооружений с тем, чтобы украинские войска смогли наметить цели, которые могут быть скрытыми. Риск того, что беспилотник собьют, высок. Группа отслеживает полет беспилотника над позициями сепаратистов при помощи системы GPS. На снимках, полученных при помощи беспилотников, видно скопление танков в районе контролируемого сепаратистами Донецкого аэропорта. Дюк говорит, что они видели множество единиц военной техники у линии фронта. Техники много, она есть. Скопления большие. Для чего эти скопления? Явно не для обороны. То есть для обороны хватит и 10-й части того, что у них есть. На этой неделе украинские военные сообщили, что при помощи беспилотников было зафиксировано наличие более 300 единиц бронетехники в окрестностях Донецка. Члены группы говорят, что правительство Украины передает полученные снимки Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, наблюдающей за выполнением соглашения о прекращении огня. Президент США Барак Обама решил воздержаться от поставок в Украину тяжелых наступательных вооружений, вместо этого предоставив стране нелетальную военную помощь в размере 75 миллионов долларов. Мое личное субъективное мнение, что нужны новые технологии. У нас есть множество специалистов в IT-сфере, то есть мы с напарником, мы айтишники. Есть множество ребят, именно хороших компьютерных техников. Техника, которая позволит вычислять огневые точки противника, те же беспилотники, те же фиксаторы запуска систем залпового огня, которые есть у американцев. Вот этого очень не хватает. Но пока это решение не принято, они своими силами собирают беспилотники-шпионы и обучают бойцов других батальонов методом наблюдения за линией фронта. Кстати, беспилотники используются рядом стран, в том числе США и Россия, для получения информации о новых очагах лесных пожаров. Наши коллеги в Праге с подробностями об огне, охватившем сибирские леса. Шахида. Спасибо, Наташа. В Сибири началась волна пожаров. Горит около 10 тысяч гектаров леса. В Хакасии погибло по меньшей мере 15 человек. Сотни обратились за медицинской помощью. Репортаж Екатерины Кочкиной. Пожары в Хакасии вспыхнули в воскресенье утром. Причиной, скорее всего, стал поджог травы. Стремительному распространению пламени способствовала ветреная и сухая погода. Местные жители рассказывают, потушить огонь было невозможно. Пожарных хронически не хватало. Хронически, потому что 9 часов впыхнуло, все. Дом загорел 1, 2, 3, то только успевали эвакуироваться. Одна пожарка, что она сделала? Сейчас вот когда уже сгорело, они помаленечку. Огонь распространялся так быстро, что люди едва успевали покинуть свои дома. Дым такой пошел, и уже верхние дома начали гореть, и заборы, все горит. Единственное, что говорю, в чем была, и ребенка одела. По данным местных властей, без крова остались больше 5000 человек. Из них 1000 – дети. Пострадавших доставляют в больницы республики. У меня здесь жила мама. Позвонила, мы только что приехали с Красноярска сюда, чтобы забрать ее. В общем, с ожогами она обратилась в больницу, но вроде как, сейчас мы еще не видели, приедем, вроде как ожоги не сильные. Представители МЧС утверждают, что контролируют ситуацию в регионе. Стянуты мощные силы нашего министерства, авиационная составляющая, круглосуточная наземная группировка будет осуществлять тушение пожаров. Всем пострадавшим будет выплачена единовременная компенсация в размере 10 тысяч рублей. Это чуть меньше $200. Ночевать мы найдем где? Чтобы восстанавливать, естественно, нам нужны будут средства. Компенсация за полностью сгоревший дом составит 100 тысяч рублей, то есть $2000. Екатерина Кочкина, «Настоящее время». В Приднестровье уже второй месяц подряд власти выплачивают только 70% зарплаты и пенсии. Оставшиеся 30% считаются государственной задолженностью. Вернуть ее гражданам обещают по мере пополнения казны непризнанной республики. Но когда именно это случится, пока не ясно. А стыдно забирать у пенсионеров-инвалидов 30%, когда не имеешь даже на хлеб.
И с инвалидов забрали даже первые группы. И плюс добавили нам проезд, плюс добавили нам услуги. Ну, очень чувствительны, просто очень. Сын помогает, что-то дает. А так вообще не на лекарства. Мы лишены всего. Мы лишены врачей, стоматологов, все на свете. Продукты. Что, я уже не помню, когда я где-то была в заведении нормальном, в театре или что, вот сколько здесь, уже 10 лет точно нигде не было. Там не хватает даже за квартиру заплатить, я получила 600 рублей. Что такое 600 рублей? Когда у меня ребенок, когда каждый день надо дать на завтраки, на дорогу и так далее. Тяжело. Ну, в связи с тем, что меньше стали получать пенсии, конечно, естественно, стали больше экономить. Меньше покупать мясного. И все равно, как бы не экономить, вот перед пенсией у нас уже недели за 2, а за 1 точно у нас уже нет средств. И мы питаемся на том, что, вот, допустим, из запасов круп, сахара, там, масла, то, что мы купили как бы впрок и про запас. В январе 2015 года в доходную часть бюджета республики поступило порядка 85 миллионов приднестровских рублей, а в феврале эта сумма снизилась до 76 миллионов. В марте пока поступило лишь 67 миллионов рублей. Для стабилизации экономической ситуации Приднестровью необходим $1 миллиард. Ранее, с 1 января 2015 года, из-за экономического кризиса властями Приднестровья вдвое была уменьшена надбавка к пенсиям, выплачиваемая из бюджета республики. Кроме того, продолжается задержка с выплатой заработной платы работникам бюджетной сферы. Я человек, никогда не паникую, никогда не волнуюсь. Почему? Потому что это жизнь. Сегодня есть деньги, хорошо, завтра будут деньги, еще лучше будет. Поэтому, ну что ж, такая жизнь. Мы не обижаемся, мы не страдаем, мы патриоты, мы свое любим Приднестровье. Вот, и поэтому мы все выдержим. Главное, чтобы у нас не было войны, как на Украине. Дети, внуки помогают, но мы держим пару козочек, пару курочек, и, в общем, мы выкручиваемся. Ну, естественно, не падать духом, надо же как-то выживать. Я остался на работе, но нам просто сократили день рабочий, и там работаем сейчас по 3 дня в неделю, а деваться некуда. Надо оставаться, потому что работу сейчас не найдешь. А вы? Рыбалка. У меня хобби рыбалка. Сейчас буду ловить рыбку. Как-то буду кормить семью свою. Особый порядок финансирования зарплат и пенсий не касается ветеранов Великой Отечественной войны, лиц, приравненных к ним, и инвалидов первой группы. Согласно статистическим данным, из 140 тысяч приднестровских пенсионеров 4,5 тысячи – ветераны Великой Отечественной войны. Антон Золотых. Настоящее время. Нашу передачу продолжат коллеги в Вашингтоне. Да, напоследок немного позитива. Хотелось бы поделиться с вами одним из самых красочных событий в жизни американской столицы. В эти дни в Вашингтоне проходит фестиваль цветения сакуры. В 1912 году Япония подарила США 3000 вишневых деревьев в благодарность американцам за их роль в заключении Портсмутского мирного договора, который положил конец русско-японской войне. Сакура символизирует дружбу между Соединенными Штатами и Японией. Однако были в истории деревьев и сложные моменты. Во время Второй мировой войны, когда Япония атаковала американскую базу в Перл-Харбор, часть вишневых деревьев срубили вандалы. В годы войны жители Вашингтона даже сформировали патрульные группы, которые охраняли вишни по ночам. В наши дни фестиваль цветения сакуры ежегодно привлекает в столицу более 1 миллиона туристов. А те, кто не имеет возможности здесь побывать, могут полюбоваться на деревья на сайте Earthcam в реальном времени. На этом наша программа подошла к концу. Следите за новостями на нашем сайте, присоединяйтесь в социальных сетях. Ну и до завтра. Спасибо, Шахида. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в эфире своих национальных телеканалов. Настоящее время вновь наступит уже завтра. Я Шахида Якуб. Всего доброго. До свидания.